фиксики маленького роста. И через очки Разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Они чинят изнутри утюги, моторы, телефоны, MP3, прочие приборы. Без них часы не ходят. без них не светит свет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Компакт-диск. Кусачка! Слышь отсюда! Куда же он делся? Ага, вот он. Привет, Димыч. А что это за диск? Привет, Нолик. Привет, Симка. Это мультик «Гулливер в стране лилипутов». Васька из нашего класса дал посмотреть. Завтра надо вернуть. А про что мультик? Про то, как один человек попадает в страну, где живут вот такусенькие человечки. Фиксики, что ли? Не фиксики, а лилипуты. Лилипуты? Ну да. А знаешь, Симка, я думаю, что вы, фиксики, произошли от лилипутов. Ну уж нет. Нам дедушка историю фиксиков совсем по-другому рассказывал. Когда какая-то вещь сделана хорошо, то говорят, что она сделана с душой. В старые времена мастера работали на совесть, и в каждом изготовленном приборе они оставляли частичку своей души. Эти частички души превращались в маленьких мастеров фиксиков, которые продолжали жить в приборах и ухаживать за ними. Вот как появились первые фиксики. Теперь почти все вещи делаются не людьми, а машинами на фабриках. Поэтому на человеческие души надежды почти не осталось. Приходится фиксикам самим рожать детей и растить их, и учить уму-разуму, чтобы они становились умелыми и честными мастерами. Ну вот, а ты говоришь, никакие мы не лилипуты. Мы фиксики. Да, фиксики. Слушай, Димыч, а покажи нам этот мультик. Да, я тоже хочу про лилипутов. Очень. Сейчас покажу. Ой, диск не считается. Испортился. Как же я сломанный диск Ваське отдам? Без паники. Сейчас посмотрим. Положи-ка его вниз картинкой. Ну, Димыч, что это он у тебя весь в варенье? Ну так я же его руками брал. Как по-другому-то? Сразу видно, что ты не знаешь, как работает диск. А ты-то сама знаешь? Я знаю. Если посмотреть на диск в хороший микроскоп, можно увидеть ряды маленьких каналов разной длины. С их помощью на диск записываются мультики, игры или музыка. А в проигрывателе эту запись читает лазерный луч. Понял, Димыч? Понял. А ты за диск неумелыми пальцами взялся. Видишь, что произошло? Вижу. Как теперь лазерный луч прочитает твой мультик? Никак. Поэтому, Димыч, диски надо брать только за края. А чтобы не было царапин, хранить их надо в коробках. А с этим диском как? Его что, выбрасывать? Не торопись. Нолик, объявляется генеральная уборка. Тащи швабры.